Смотрите в программе. Сотрудники МВД Якутии и Красноярского края пресекли незаконный оборот драгметаллов на территории двух регионов. Якутяне смогут приобрести субсидированные авиабилеты еще по 12 утвержденным маршрутам. Профильный класс компании «Роснефть» в Ленске готовит уже 3-й выпуск. Внесла ли пандемия коррективы в обучение? В эфире вечерние новости. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Сотрудники МВД Якутии и Красноярского края пресекли незаконный оборот драгметаллов. Так задержан работник рудника, подозреваемый в краже и незаконной перевозке природного золота. При осмотре машины в салоне под пассажирским сиденьем обнаружено 11 свертков, внутри которых находился золотосодержащий концентрат. Выяснилось, что мужчина работает в одной из золотодобывающих организаций Красноярского края. Согласно результатам экспертизы, стоимость похищенного составляет около 8,5 миллионов рублей. А в Якутии на 252-м километре автодороги Колыма была остановлена иномарка под управлением жителя Магаданской области. В ходе досмотра у гражданина обнаружены и изъяты 12 свертков с природным россыпным золотом, а также ювелирные украшения. Общая стоимость изъятого превышает 4 миллиона 800 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что направлялся на личном автомобиле из Магаданской области в Красноярский край, где планировал сбыть природный драгоценный металл. Возбуждено уголовное дело. За минувшие сутки в Якутии выявили 58 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 33 в Якутске, 6 в Мегино-Кангаласском, 5 в Нерюнгринском, по 3 в Верхневилюйском и Татинском и единичные случаи в других районах. Подтвержден еще один летальный исход от COVID-19. За сутки лабораториями республики проведено 1309 исследований на коронавирус. Посещение детьми столичных детских садов по пятницам сократили до 16:30 для проведения дезинфекции помещений. В столичном управлении образования сообщили, что после совещания с руководителями дошкольных образовательных учреждений было решено внести изменения в инструктивно-методическое письмо. Теперь еженедельно по пятницам с 17:00 будет проводиться генеральная уборка помещений детских садов с применением дезинфицирующих средств. Для этого также сократили пребывание детей в садах по пятницам до 16:30. Также один раз в месяц по требованиям Роспотребнадзора будут проводиться санитарные дни без присутствия детей. Между тем, вторая партия рециркуляторов для обеззараживания воздуха прибыла в Сунтары. Их произвели в технопарке Якутия. Всего 133 аппарата. Их уже распределили между образовательными учреждениями из расчета 1 прибор на 2 кабинета. Это поможет организовать учебный процесс безопасно. На 45 учеников при поддержке Управления образования Сунтарского УЛУСа нам нашу школу предоставили 5 штук рециркуляторов на 9 классов. И думаем, надеемся, что работа этих оборудований для нас будет большой поддержкой и помощью. Глава Якутии и сенатор от Ненецкого автономного округа обсудили вопросы развития Арктики. Ольга Старостина рассказала СНУ Николаеву о деятельности новой межрегиональной общественной организации «Женщины Арктики». Она высоко оценила работу женских общественных организаций в Якутии и заявила о намерении встретиться с местными активистками, в том числе в районах республики. Также глава Якутии и сенатор договорились о сотрудничестве в реализации национальных проектов стратегии развития арктической зоны. В частности, исполнении государственной программы «Дети Арктики», которая была запущена в арктических регионах по инициативе якутской стороны. Она предусматривает системные меры государственной поддержки по сохранению здоровья детей, проживающих в Арктике, созданию условий для их воспитания, обучения и развития, повышению качества образования. Мы немножко сосредоточимся на арктической зоне. Северных территориях, на труднодоступных территориях, потому что мы сегодня понимаем, что именно эта территория сегодня требует особого внимания. Это и занятость, это и образование, это и здравоохранение. То есть вот в этих направлениях мы будем работать с женщинами Якутии.
Утверждены еще 12 маршрутов, на которых жители Якутии смогут приобрести субсидированные авиабилеты. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев. Теперь таких направлений всего 26. Министр также отметил, что стоимость субсидированного авиабилета будет в несколько раз ниже существующей. Билеты на новые маршруты появятся в продаже в самое ближайшее время. Маршрутная сеть подразумевает, значит, перевозки по таким крупным городам, как до таких крупных городов, как, значит, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. Если, допустим, сравнивать стоимость авиабилета, допустим, по направлению Якутск-Благовещенск, то стоимость билета, да и вообще в целом по всей маршрутной сети у нас стоимость авиабилета снизится не менее чем в 3 раза. Если до этого стоил билет Якутск-Благовещенск 18 тысяч, к примеру, то сейчас он будет стоить порядка 6. В Якутске готовятся к созданию единой теплоснабжающей организации. Ее планируют открыть в 2021 году. Она призвана повысить эффективность функционирования централизованных систем теплоснабжения. Ход подготовки на совещании с членами Кабинета министров и представителями муниципалитета проверил глава региона Айсен Николаев. Окружная администрация Якутска уже актуализировала схему теплоснабжения. Все мероприятия по переключению потребителей и оптимизации котельных будут прописаны именно в ней. А Государственному комитету по ценовой политике предстоит установить уровень индивидуальных тарифов для поставщиков и единых тарифов для потребителей, в том числе для некоторых из них с поэтапным переходом на единый тариф ЕТО. Ожидается, что в тарифы будет включена инвестиционная составляющая, размер которой в первый год составит 500 миллионов рублей. Это позволит модернизировать систему теплоснабжения Якутска, но не скажется на населении, для которого действуют единые льготные тарифы на тепловую энергию. Подача тепла в дома Нерюнгри, Беркакита и Серебряного Бора начнется 9 сентября. Социальные учреждения были обеспечены теплом с 31 августа в течение отопительного сезона. Органы местного самоуправления будут постоянно контролировать соблюдение Нерюнгринской ГРЭС, Чульманской ТЭЦ, поселковыми котельными, согласованного режима теплоснабжения, работу внутридомовых систем отопления жилфонда, объектов бюджетной сферы. На сегодняшний день среднесуточная температура по Нерюнгринскому району составляет ниже плюс 5 градусов. В связи с этим было принято решение о запуске отопления в жилые дома. В этом году общая сумма инвестируемых средств, направленных на подготовку к зиме, с учетом социальных объектов и жилищного фонда, составляет свыше 700 миллионов рублей. На сегодняшний день общий процент выполнения ремонтной программы по подготовке к зиме по Нерюнгринскому району составляет 92%. Это с учетом жилищного фонда и социальных объектов. На этой неделе завершается ремонт ряда участков на региональных автодорогах. Так, на дороге НАМ работы ведутся на 3 участках общей протяженностью 23,5 километра. Всего предусмотрены средства в размере более 607 миллионов рублей. В рамках первого этапа с мая этого года асфальт положили с 39 до 44 километров. Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поверх ровного земляного полотна покрытие укладывалось в 2 слоя. По словам специалистов, участок дороги прослужит не менее 10 лет. Для этого применили современные материалы, такие как технология холодной регенерации. Также в первой декаде сентября должны быть сданы после ремонта объекты на автодорогах Умнас, Яна и Анабар. Определенное отставание в начале работ из-за эпидемии коронавируса. Все-таки наши дорожники успешно справились с годовым заданием. И эти 5 километров сдали досрочно. Примерно где-то, наверное, на недели 3. На автодороге НАМ в этом году будут произведены работы более чем на 600 миллионов рублей. Федеральная служба судебных приставов внесла коррективы в порядок работы. В ходе пресс-конференции представители ведомства рассказали, что сейчас действуют новые условия рассрочки для должников, пострадавших в период пандемии. Изменился и порядок записи на личный прием. Сейчас большой упор сделан на электронные сервисы. Граждане могут оформить предварительную запись в личном кабинете на официальном сайте управления через портал госуслуги, а также по телефону горячей линии.
В нашем законе, в действующем законе об исполнительном производстве есть такая статья 101, которая предусматривает перечень доходов, на которые нельзя обратить взыскание. Ну, то есть они защищены, социальные выплаты. Ну, например, это материнский капитал семейный, да, это алименты, которые должник получает на содержание членов своей семьи, да. Ну, где-то он взыскателем проходит, получает алименты, где-то, а у нас он должником еще проходит. Вот на эти деньги не обращается взыскание. А пенсии по потере кормильца, например, туда попадает. Ну, вот есть такой перечень. Вот он дополнен. Туда попали вот эти выплаты, которые выплачиваются на несовершеннолетних детей по 10 тысяч с апреля месяца текущего года по указу президента. Вот расширился этот перечень. Профильный класс компании «Роснефть» в Ленске готовит уже 3-й выпуск. Внесла ли пандемия коррективы в обучение и о настроении будущих выпускников, расскажет наша коллега Олеся Васева. Богдан Гришков в родной первой школе – личность популярная. В центре внимания он и на торжественной линейке в честь 1 сентября. Но танцы хоть и любимое, но все же хобби. Богдан мечтает о серьезной профессии в нефтегазовой отрасли. Я уже с класса 7-8 уже все планирую идти дальше от Роснефтекласса учиться. Планирую сдать очень хорошо ЕГЭ, чтобы поступить также в Москву, в университет имени Губкина. Это самый лучший университет по нефтегазовому делу в России. Такие перспективные дороги открываются выпускникам профильного обучения в Роснефтеклассе. Каждый из них по окончанию школы будет иметь особое преимущество при поступлении в вузы-партнеры компании по всей России. В первой школе Ленска Роснефтекласса набирают с 2016 года. Вступительные испытания и строгую оценку представителей Тасюряхнефтегазодобыча проходят дети с высоким средним баллом по аттестату и с любовью к точным наукам. Класс очень сильный. У нас из 25 человек 23 хорошиста. И многие ребята уже выбрали профессию, связанную с добычей нефти и газа или переработкой нефти и газа. Уже мечтают об этом. Ученики Роснефтеклассов помимо усиленной школьной программы углубленно изучают профильные точные предметы совместно с преподавателями вуза-партнера Северо-Восточного федерального университета. Детей приглашают на профориентационные встречи с молодыми специалистами и производственным персоналом общества и образовательные программы. Так, в 2019 году 2 учеников Роснефтекласса школы номер 1 прошли конкурс и стали участниками образовательной программы для одаренных детей, организованной Роснефтью совместно с фондом «Талант и успех» на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. Олеся Васева, Роман Токмаков, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». И на этом пока вся информация. В 20:00 на нашем канале подведем итоги дня. Оставайтесь с нами.